Здравствуйте, Атнир Петрович. Мы рады вас приветствовать в стенах нашей библиотеки. Для нас большая честь побеседовать с вами, тем более о литературе, о книгах вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Вы родились в творческой, наверняка читающей семье, и ваши родители не могли не повлиять на ваш литературный вкус. Что же вы читали в детстве? Ну, относительно влияния сказать что-либо там трудно. Но в детстве я читал, наверное, обычно то, что читают в то время, не знаю, это была литература, но это не совсем детство, наверное, где-то, наверное, попозже уже. Это было и Майн Рид, и Жюль Верн, там, и Фенемор Купер, там, и Эрнст Сеттон Томпсон, такой рассказ о животных. Вот у Купера мне больше нравился роман «Зверовой». Я его читал, наверное, раз 5 или 6, там, ну, там такой человек, который все знает в лесу, там все там эти всякие запахи, следы разных зверей, там голоса птиц, там, в общем, как все это ориентируется. Это было интересно. Ну, Гайдар был, Аркадий Гайдар, тоже очень любимый писатель, там, Чук и Гек, вот известная книжка, там, Тимур и его команда, там, ну, и «Голубая чашка», там, ну, много. Вот. Но там было так, все-таки у нас была хорошая библиотека, ну, отцовская. Вот там была классика в основном, ну, там Лев Толстой, собрание сочинений, там, скажем, там, Чехов, там, Пушкин, там, поэзия была, очень хорошие были книги по поэзии, ну, как отец поэт, такая была серия в свое время, ну, а сейчас есть, библиотека поэта называется, большая серия и малая серия. Вот эти книги разные, но поэзию я в то время почему-то не очень любил, так сказать. Наверное, в школе отучили, мы там, конечно, проходили все там, ну, именно проходили, то, что называется, проходили классиков, там, Пушкин, Лермонтов, там, и так далее, вот. И это как-то, не знаю, школьное обучение, наверное, вызывало какое-то, ну, не очень такое хорошее отношение к поэзии, скажем так. Я стихи своего отца-то начал читать только уже потом, во взрослом состоянии, скажем так. Ну, я читал немножко, так сказать. Он сам меня читал, там, колыбельные Собка Юрий, там, все прочее, ну, вот, но как-то так начал это ощущать, понимать уже гораздо позже, скажем так. А когда, с чем это связано, что вот поэзия, вы прям полюбили ее? Ну, не знаю, что такое поэзия, я, собственно говоря, наверное, ну, не что такое поэзия, ну, хотя бы ощутил или как-то понял, когда прочел книгу, у нас была дома в библиотеке, избранная Бориса Пастернака 30-х годов. Мой папа его почитал, вот так. А я там прочел вот его ранние стихи, они здесь вот есть, там представлены, это его книжка 22-го года «Сестра моей жизни» называется. Вот. Или там другие начальные стихи, там, скажем, «Февраль, достать чернила плакать, писать о феврале назрыт, пока грохочет слякоть, весной черную горит», там, ну и так далее. Там какой-то непонятный какой-то вот выбор слов, такое какое-то звучание, сочетание звука и смысла. Вот я понял, что это, ну не понял, для себя понял, что это вот что такое поэзия. Вот после этого как бы я уже вернулся и к чувашской поэзии, ну что вернулся, стал читать, скажем так, ну и так далее. А в детстве чувашских авторов читали? А? Чувашских авторов практически нет. Очень мало. Почему? Ну, не знаю. Я думаю, что, не знаю, были гораздо интереснее для меня, вот, скажем, там, «Три мушкетера» Дюма, там, и все вот эти Жюль Верн, 80 тысяч там, километров под водой, «Таинственный остров», там, вот эти все эти вещи. Вот, Робинзон Крузо тот же самый, там, и так далее. Ну, у чувашских авторов такого рода, скажем, сюжетов вообще и тем, как бы, ну, как-то не было, наверное, я не знаю. Ну, и, по крайней мере, я, может, не знал, просто не знаю, не находил. И вообще чувашских авторов я стал читать довольно поздно. Ну, например, вот другой пример. Вот, скажем, мы проходили, опять же, в школе «Войну и мир» Льва Толстого. Вот. Ну, это 4 тома, значит, да? Ну, я считаю, что это вообще вредно, потому что для школьника
даже пусть старших классов, вот, осмыслить вообще философию истории Льва Толстого, скажем, его отношение там, к Наполеону там, и так далее, вообще довольно сложно вообще. И вообще это как-то вызывает такое немножко отторжение. Я потом уже, когда учился в университете, я заново прочел вот эту «Войну и мир», значит, Анну Каренину и «Воскресенье», там «Смерть Ивана Ильича» и там какие-то другие вещи Толстого. Потому что для понимания каких-то определенных вещей нужен, ну, определенный возраст нужен, вообще, так сказать. Какой-то возраст просто это, ну, так, не доходит, и поэтому вызывает какое-то такое отторжение, скажем так. Вот. Тут в каждой книге есть какой-то свой срок, когда она должна быть прочитана, вероятно, так сказать. Не раньше, не позже, но какой-то такой определенный период. Если тебе дают книгу не по возрасту, скажем так, ты ее как-то так, ну, можешь прочесть, конечно, механически, так сказать, но совершенно не понять, не почувствовать там и так далее. Вот это, мне кажется, важно. Я сейчас не знаю в школе, там, какая программа, скажем, по литературе. Проходит вот. «Войну и мир» в 10 Наверное, классе. тоже проходит, да. Я это Пушкина начал читать нормально, уже в таком взрослом состоянии, вообще, вот, особенно позднего Пушкина, скажем, там, «Пора, мой друг, пора», там, «Покоя сердце просит», там, и так далее, стихи позднего Пушкина. Как-то уже, ну, наверное, просто сам, находясь в определенном возрасте, начинаешь понимать. А, ну, в школе там учат, там, памятник, там пророк, там, Да. и так далее. Евгений Онегин тоже отрывки, да. А вот вы сказали о Жюль Верне, о Купере, и вот постепенно, в юношеском возрасте, что дальше? Получается, классика пошла русская? Вот больше Нет. Жюль Верн это детская такая. А? Может быть, ну Жюль Верн это может быть сколько? 14-15 лет. Ну, наверное. А вот примерно в так, 18 лет что вы читали? в старших классах Да. я прочел, вот такая есть трилогия у Теодора Драйзера, американского писателя, называется «Финансист и Толстой». Вот. Но это у меня было просто какое-то, наверное, предчувствие, что вот, ну, наша страна была как бы социалистическая, а там описывается как бы первоначальный период, ну, как бы вот, развития капитализма в Америке. Вот. И там вот герой Фрэнк Алджернон Каупер, вот, он как бы был моим кумиром был долгое время, он как бы из ничего делает, становится миллионером, там, начинает продавать акции, там какие-то всякие операции проводит там, и так далее. Вот. Но у нас тогда никаких этих такого рода акций, там вообще ничего этого не было, так сказать. Но какой-то у меня была вот какой-то вот симпатия к этому герою. Вот. А у нас он дома в библиотеке был. Ну, не знаю, как я случайно как-то вот на эту трилогию набрел и тоже читал ее несколько раз вообще. Как бы, ну, правда, я финансистом не стал, конечно, титаном тоже не стал, но, может быть, стойко в какой-то степени. Он как бы там вот, у него там жена, любовница, там такая роскошная жизнь, он миллионер, у него там машины, там все прочее, там и так далее. Вот. Но в конце он как бы терпит какой-то финансовый крах, в общем, и уже как бы у него жизнь изменилась, становится такой, в каком-то смысле такой трагической фигурой. Вот. Но это очень мне нравился этот герой, это вот в старших классах я его считал. Может быть, поэтому вы так заинтересовались английским языком? Вы ведь хотели поступить на английское отделение филологического факультета? Вот откуда такое желание? Нет, английский язык это другое. Когда я учился в 10 или в 11 классе, вернулась наша первая балетная студия из Ленинграда, из училища Вагановой. Вот там Юра Свинцов, Галя Васильева, там другие. Они привезли записи песней Битлз. Вот. Оттуда. Ну, тогда была такая, значит, этих дисков, естественно, этих Битлз не было, все переписывали друг у друга на магнитофон там, и так далее. Ну и вот и мы стали тоже, наши ребята, с ними дружили, Володя Михайлов, Юра Кажанов, даже там немножко как-то подыгрывали в оркестре, тогда был театр еще музыкальный назывался, не театр оперы и балета, а музыкальный. Вот эта балетная труппа, первая балетная труппа влилась в театр, вот мы с ними как-то общались, они дали нам эти песни Битлз, ну и вот началась битломания, скажем, так сказать, у нас вот, тоже. Мы начали слушать эти песни, переписывали их вообще, слушая на слух, переписывали, значит, вот
слова. Русскими буквами или латиницей? Нет, не русскими буквами, мы английский-то учили в школе. Кое-что мы английский знали, но эти песни особенно как-то так пришлись вовремя на душе. И вот потом, значит, были там Rolling Stones, там другие, там всякие вот эти, Элвис Пресли, там такие. В то время, вот я говорю, дисков не было, но вот здесь у нас были ребята, которые, это так называлось как бы рок на костях, брали вот эти рентгеновские пленки, каким-то образом переписывали на них какие-то вот эти вещи, там, рок-н-роллы всякие там и так далее, вот этих певцов, Элвиса Пресли, и можно было это купить у них, так сказать, вот за какой-то, ну, такой не очень дорого, в принципе. Вот, был такой вот, как назвать, сам издат, не сам издат, в общем, как бы что-то делали в таком духе. Вот, так что они распространялись. Ну и вот на этой волне, значит, там, на увлечение английским языком, ну, в то время так неплохо было, я участвовал в каких-то олимпиадах там, которые проходили городские между школами по английскому языку. Вот, и хотел, значит, пойти вот на английскую филологию в Ленинградский университет. Ну, у меня там сестра жила, она тоже кончила Ленинградский электротехнический институт в свое время. Вот, но отец мне сказал, что никаких там английских языков, английской филологии, пойдешь, говорит, на арабскую филологию. Я говорю, почему вообще на арабскую филологию? Ну, потому что есть, говорит, источники там арабские, которые связаны с чувашами, там, с булгарами там, и так далее. Вот надо их, как бы, так сказать, знать, изучать там, и так далее. Ну вот пришлось пойти на арабскую филологию. Ну, я не жалею, в принципе, это было тоже интересно. Ну, значит, вы изучали арабский язык и арабских авторов. Вот Да. про каких арабских авторов можете рассказать, что вам прям запало в сердце? Ну, там же довольно сложно. Ну, не то чтобы сложно. Насколько непривычно, может быть, вам было? Но вот мы учить читали вот... восточную литературу. У нас была такая интересная группа была. Там же Восточный факультет, это 60 человек. Там 12 отделений. Там, скажем, арабская филология, история там, арабских стран, турецкий язык, там, ну и так далее. В общем, по 5 человек группы, маленькие, очень маленькие группы, 5 человек всего в группе. Вот. Ну и потом уже восточный язык, вот арабский язык в частности, это же совершенно другая структура, другая грамматика и все прочее. Вот. И когда мы сдавали экзамен по арабскому языку за первый курс, вся кафедра, это 20 человек, присутствовала. И каждый отвечал примерно 1 час вообще по языку, по арабскому языку. Каждый 1 час. Так что там не учить было невозможно. И это было довольно сложно вот, для нас, для всех, потому что грамматика другая, там, фонетика тоже другая, там вообще, и не так все просто было. Но мы читали, тогда начали читать, когда уже более-менее, вот после первого курса начали читать сначала доисламских поэтов, это примерно там 6-7 века нашей эры, вот. Потом читали Коран, вот, священную книгу мусульман, какие-то отдельные главы там и так далее, вот, и так далее. Ну, это было интересно, но эта поэзия совершенно другая, она не похожа вообще ни на какую поэзию мира. Это такая бедуинская поэзия. Вот едет бедуин на верблюде по пустыне и описывает, что вокруг там. Хотя там есть и любовные стихи, конечно, но они тоже какие-то совершенно особые. Но потом я уже стал читать, уже позже гораздо, современных арабских авторов и переводил их немножко, кое-кого. Нагиб Махфуз, у них, по-моему, единственный лауреат Нобелевской премии, такой известный романист египетский. Вот я переводил его один рассказ в свое время. И там других каких-то авторов тоже переводил. Вот. Они интересные, да. Но это, как сказать, ну, такой особый свой мир, конечно. А сейчас читаете каких-нибудь арабских авторов? Сейчас мало, редко. Ну, я сейчас переводил там одну писательницу из Сирии в свое время, ее рассказ. Но она такая, как бы, она эмигрировала в свое время из Сирии, но не сейчас, не в результате вот сейчас последних событий, а еще раньше.
жила в Лондоне, вот такая уже такая как бы прозападная такая писательница. Ну, пишет на арабском языке. И потом там у них очень разные авторы. Там, ну, арабские вот страны, они есть то, что называется Магриб, это Запад, получается, это западные, получается, Марокко, Алжир, Тунис, вот, которые там ближе, это бывшие французские колонии. Потом есть Машрик, это Восток, это Ирак, Сирия, вот, отчасти Египет, там Саудовская Аравия и так далее. И они, в общем, очень сильно отличаются друг от друга вообще. Хотя арабы считают, что вроде бы у них один арабский литературный язык, но фактически сейчас там вот в каждой стране есть свой разговорный такой язык. Он как бы, в принципе, отдельный язык. И причем отличия такие, что, скажем, марокканские арабы и вот эти, скажем, египетские арабы, там, иракские арабы, они друг друга не понимают, поэтому говорят на таком среднем каком-то языке вообще, таком среднем диалекте. В принципе, это почти разные языки, они отличаются друг от друга даже сильнее, чем, скажем, чешский и русский, славянские, два славянских языка сильнее отличаются. Но они не признают, говорят, что все равно у нас один арабский язык, мы арабы там и так далее. 100 миллионов, там больше 100 миллионов человек всего. Вот. Ну это ладно. Вот. А книги у них интересные, конечно, своеобразные. А вот вы арабский филолог. А как Да. вы перешли потом к произведениям чувашской литературы, чувашской поэзии? Начали их Ну изучать? это тоже такой был случай интересный. Мы учились, я в Ленинграде учился в одно время с нашими, у нас училась там студия в Ленинградском театре, в Ленинградском институте театра музыки и кино. Это, значит, такие актеры, как вот Иосиф Дмитриев, к сожалению, покойный, Владимир Бурмистров, вот Володя Семенов, сейчас есть Любовь Федорова, вот эта группа. Вот. А в Ленинграде было, вернее, такое культовое место, называлось оно Сайгон. Ну, Сайгон неофициально назывался. Это угол Владимирского проспекта и Невского проспекта. Там давали кофе, очень хороший кофе, кофейные машины, такие маленькие чашки. Можно было брать одинарный, можно было брать двойной там, и так далее. Но я с этими ребятами общался, тем более, что там был друг моего детства, Олег Белков, тоже в этой группе был. Вот, мы, у нас детские годы прошли, можно сказать, вместе в доме вот, по улице Карла Маркса, дом номер 38, напротив памятника Ленину. Ну, я с ними общался. И вот один раз я пошел в этот Сайгон пить кофе, и там Иосиф Дмитриев заходит. Это был где-то февраль месяц, это 71 год. Да, 71 год. А ему прислали книжку, такую маленькую, называлась «Визехелех». Он да, 3 поэта. Значит, Петр Эйзен, Алексей Атил и Вениамин Тимаков. И вот мне Иосиф начал читать стихи Эйзена там, и Атила, значит, из этой книжки. Ну, мы там пьем кофе, он читает мне стихи. Вот, потом пошли там шататься по улицам. Тогда подъезды не закрывали, было холодно, метель вообще, февраль. А в Ленинграде там такая погода, что как бы зимой, хотя, может быть, не очень холодно, ну, 10-15 градусов, но очень сыро, поэтому все время как-то там замерзаешь. Так вот, стали шататься по улицам, чтобы согреться, заходили в подъезды. И он опять мне читает там Эйзена, там все прочее. И вот как бы я тогда понял, что вот это как раз какое-то новое чувашское слово, и после этого как бы начал уже вот читать уже и классиков, Миту Васлея там, ну и потом так получилось, что у меня папа ушел из жизни в 70-м году, вот, когда ему было 63 года всего, я уже сейчас старше его по возрасту. И мне пришлось вот, ну это как бы, я считал, мой долг, готовить его книжки к изданию. Составлять, там, выбирать, там, искать переводчиков, если на русском языке, там, и так далее. Вот. Вот, практически все книги, которые вот выходили после его смерти уже, это, в принципе, я составлял. Вот. Ну и, естественно, как бы стал вот, все это читать и так далее. Потом уже вот, Мита Васлей, его друг юности, и потом они тоже дружили.
я его помню. Но мне повезло, потому что я многих классиков чувашских как бы знал, ну не знал, но видел, по крайней мере, так сказать. Вот. Они приходили к нам в гости, или мы сами ходили к ним в гости, меня с собой брали. Это и Мета Васлея, Ильбек Мигула, и Петр Николаевич Осипов, там, и много-много. В этом смысле мне повезло. А вот Мета Васлея я помню, маленьким он приходил к нам, но это был... Я не знал, кто он такой тогда, естественно. Мне было всего тогда, сколько, ну, лет 8 там, может быть, не знаю. Вот, когда он вернулся из дальних краев, вот, он-то всего тогда прожил где-то 1,5 года вообще, где-то, вот, после возвращения. Но он приходил к нам. Ну вот какое-то чувство, ощущение, что это какой-то такой светлый, такой какой-то человек, оно у меня было. Хотя я не знал, кто он такой вообще, это точно. Ну, знал, что друг моего отца, это понятно, они дружили там и так далее. Уже 5 марта день рождения, да? А? 5 марта день рождения? 5 марта день рождения, да, 5. Да. А какие у вас любимые чувашские авторы? Не обязательно поэты, а писатели? Ну вот Мета, в частности, да. Вот. Ну, потом из прозаиков, пожалуй, это Хведь Руяр. Вот я его, с ним тоже познакомился, но при его жизни мы так много общались, что-то я о нем писал, какие-то небольшие книжки. У него же были всякие проблемы вообще, как бы так, вот. Как у всякого хорошего писателя, всегда почему-то возникают проблемы в официальной жизни, так сказать, вот, скажем так. Но мой отец тоже, например, год и 9 месяцев отсидел практически ни за что в свое время, там, в 38 году, 37-39 году. Но ему, можно сказать, повезло, Мета Васлея, там 17 лет у него, вот, получилось в общей сложности. Моему отцу повезло, он там просто был, ну, была такая ситуация, когда арестовали Васлея Мету, это 1937 год, вот, он произнес, там был какое-то собрание писателей в апреле 1937 года. Он произнес какую-то речь там вот о том, что необходимо уважать чувашский язык, там, защиту чувашского языка, скажем так. Вот на его после этого сразу как бы как националиста там взяли. Тогда была только одна статья в Уголовном кодексе, номер 58, ну там разные были пункты. Ну, статья, это, например, там она была, называлась «Буржуазный национализм». Почему буржуазный? Почему-то непонятно, почему буржуазный, хотя они все были никакие там не буржуазными, а были крестьянскими там этими детьми там и так далее. Вот. Но тем не менее, и мой папа тоже загремел по этому буржуазному национализму, пункт 10 там, и так далее. Там интересные были обвинения такие вот в адрес моего отца, я просто читал это судебное дело. Там, значит, перевел поэму Владимира Ильича Ленина Маяковского. Там великого пролетарского поэта, там все прочее, исказил там какие-то места, там что-то такое там. Потом у него была поэма «У мучили Терлемес в яблоках». Там упоминался Троцкий. Ну, а Троцкий в то время уже стал враг. Но Троцкий действительно, он был командарм и шел освобождать Казань от белочехов и проходил Терлемес там и вот эту Козловку, ну, по пути на Казань. Ну, вот. Факт, ну, в то время уже Троцкий враг, значит, вот упомянул. Или потом у него был там еще один пункт обвинения, у него есть такое стихотворение «Кислежа». Значит, старый чуваш где-то на какой-то Казанской улице поет грустную такую песню, такой сам полуслепой. Почему поет грустную песню? Значит, он поет против советской власти или агитирует против советской власти, значит, тоже, значит, такой пункт. Ну, всякие такого рода вещи. Вот. Ну, судья был просто хороший, Гаршин, его фамилия была. Да, вот, в чем отличие было. Когда арестовали Васлея Мету, там решение принимала тройка. Тройка это что было? Значит, ну, нарком внутренних дел, здешний, чувашский, скажем так, потом представитель какого-то там из ЦК, из Москвы, еще кто-нибудь там. Ну, 3 человека, без всякого суда сразу там принимали решение, там, либо, ну там только было 2 этих варианта, значит, либо 10 лет, либо расстрел.
Вот, ну, Металлослей дали 10 лет, который он провел в лагере сначала, там, в Нижегородской, ну, тогда Горьковская, наверное, область, Унжинский лагерь назывался. А когда вот взяли моего отца, он находился в тюрьме там, и шел суд, тогда был настоящий суд. Ну, как настоящий, ну, более-менее настоящий. Там вызывали свидетелей, там что-то они говорили, что-то такое, там, все проще, там. И вот Гаршин оправдал. Вот оправдал. Правда, потом его самого куда сослали в Якутию за это или не за это, так сказать, ну, за какие-то, может, такие справедливые решения, которые он принимал. Да, ну, давайте вернемся к литературе. Да, но это, да, это Да, немножко ну, отступление это очень получилось. интересно, да. А вот можно ли разграничить? Вы больше любите русскую литературу или чувашскую вообще? Можно ли вам задать такой вопрос? Можно. Я люблю литературу вообще, так сказать. Я не разделяю ее там на русскую, чувашскую, там, английскую, там, какую. Вот у меня любимый автор, скажем, есть Селлинджер, американский писатель. Вот его книжка, вот эта, ну, по-русски называется «Над пропастью воржи». Она переведена, не знаю, на огромное количество языков вообще, так сказать. Вот, я ее прочел по-русски, наверное, тоже где-то, ну, где-то в старших классах, наверное. Тогда она вышла, вот здесь она есть, но здесь другое издание. Было там издание «Молодой гвардии», в замечательном переводе Риты Райт-Ковалевой, такая очень хорошая переводчица, она переводила и с английского, немецкого, и с французского. Очень хорошая переводчица была. Вот. Было такое издание, я помню обложку до сих пор, в издательстве «Молодая гвардия». Там такой юноша стоит, такой грустный взглядом. Вот. Ну, вот это очень такая была важная книга. Потом я читал его уже такие более поздние повести о семье Глаз. Там такая была семья, там Симур, там Фрэнни и Зои, там и другие, там и так далее. Вот. Вот интересный писатель. Он написал вот этот роман, вот этот цикл своих там рассказов, каких-то повестей, потом ушел вообще. Да. Ну, не из жизни ушел, а Уехал на ферму куда-то и, да, по-моему, стал жить вообще, не общаться ни с кем там вообще и так далее. Вот. Но сейчас он умер где-то, наверное, лет года 4 или 5 назад, или больше, может быть, даже, я не знаю. Больше. Не помню точно сейчас. Но говорят, у него там много чего там есть, вроде бы. Не В знаю, столе? что он писал, но он не публиковал. Может быть, будет опубликовано, было бы интересно узнать. Вот человек написал затем вроде бы мало, немного. Это вот, ну, может быть, такая книжка небольшая получится. Вот этот роман, ну, это знаменитый роман, Да. где-то примерно в середине 50-х годов, наверное, вышел на английском языке, а потом стал очень популярный такой. Ну, это как бы становление вот юноши, подростка, и в то же время, где такая жизнь вокруг, где все врут, все обманывают там, все и так далее там. Вот. А он как бы все это не приемлет, ну и там вот такие его переживания. Вот. Расскажите еще о ваших любимых авторах, еще кто? Ну вот дочитываю, пытаюсь дочитать Марселя Пруста. Это, значит, вот «В поисках утраченного времени», но это 7 томов. Вот. Там интересная с ним тоже связанная история. У моей сестры, когда я учился вот в Ленинграде, был 4-й том вот этой эпопеи. Его начали переводить еще в 30-е годы на русский язык по инициативе Луначарского. Тогда он был нарком просвещения там, и так далее. Человек был такой образованный, эрудированный. Начали переводить, перевели 4 тома всего. Но потом дальше почему-то дело не пошло. Считали, что он такой какой-то упадочнический автор, вообще там все проще там, и так далее. А я вот взял этот 4-й том, вообще не знал, кто это такой вообще, что за писатель там и так далее. 4-й том назывался «Содом и Гоморра». И там вот первая страница, помню до сих пор, идет описание обелиска, который Наполеон, ну, армия Наполеона во время похода, значит, в Египет, она привезла его, ну, там его взяли как трофей и привезли в Париж, и поставили там, значит, на одной из площадей Парижа. И вот идет описание этого обелиска. Предложение длиной в 1 страницу вообще, одно предложение. Вот идет описание этого обелиска, все там такое-сякое.
Я так удивился, что я с трудом так вот продираясь через это Мысль. предложение, ловите, вообще да? это как бы, ну что, длинное предложение, огромное. Вот. Ну и потом, когда читал, вообще не знаю о нем ничего. Я даже не знал, какого времени там, то ли 19 века, то ли вообще современное, то ли какой. Вот, ну такой был. Потом узнал, это был такой человек, ну, из богатой еврейской семьи. Вот. Он одно время очень любил посещать всякие там, интересовался искусством, там, музыкой, все прочее, посещал всякие аристократические салоны, которые были во Франции, там разные герцогинь, там и так далее, все прочее. А у него была болезнь вообще, астма. И вот он как бы вел такой светский образ жизни, пока мог, а потом у него эта болезнь обострилась, и он начал писать просто, вот это роман как бы такой, автобиография, как бы, собственно говоря, это не совсем художественный, там много всяких вымышленных персонажей, конечно, есть, вот, но в то же время есть реальность какая-то, вот его собственная жизнь. Он был заперт в такую комнату, стены были обиты пробкой, ну, потому что из-за этой болезни, и он начал писать этот роман. Вот, и хотел успеть дописать его до, как сказать, своей, уже знал, что как бы он обречен, и он, ну, вот дописал. И последний том называется «Обретенное время». Называется. И вот я уже спустя много лет вот начал его сейчас, решил его дочитать до конца. Тогда я прочел только 4-й том, но это было давно, значит. А других не было тогда еще. Ну, и были там 1-й, 2-й, 3-й, наверное, можно было взять, но тогда просто у меня времени не было, нужно было заниматься арабским языком, там, писать курсовые, дипломные там, и так далее. Вот, поступать в аспирантуру, как-то было не до этого. Вот сейчас его решил все-таки дочитать. Вот хочу взять, сейчас я дочитал до 6-го тома. А 6-й том где-то на руках, не могу получить. В библиотеке хочу взять, вот, кто-то взял и пока никак не возвращает. Дорогие жители, пожалуйста, кто читает, просто принесите, да. Вот. А чем вот вам так понравился? Не, ну просто какой-то, ну там нет, там он очень любил и живопись, ну тогда и импрессионисты, там все прочее, и музыку, и там очень много рассуждений об искусстве, и потом там такой идет анализ какой-то, постоянный вот самоанализ этого героя, Марселя вот так же зовут, и потом вот анализ вот этих современных течений, ну, того времени, начала 20 века, в общем, в живописи, в музыке, там, в литературе там, и так далее, очень интересно. И потом вот анализ всех этих чувств, любовь, ревность, ненависть, там, всякие вот эти отношения между людьми там, и так далее. Это все подробно так описано, так выписано, но это читать довольно сложно. Это такая, я все время говорю, что вот читать серьезные книги – это как работа, это большая работа, в принципе. Можно, конечно, взять какой-то там этот детектив, прочесть его быстро, ну, хотя я ничего не имею против детективов. Например, Конан Дойль я тоже читал в свое время, про Шерлока Холмса с удовольствием, так сказать, все эти рассказы. Потом вот знаменитый физик, который как бы придумал или основоположник квантовой физики Нильс Бор. Он очень любил читать детективы, говорит, постоянно, хотя такой вроде умный был физик, человек. Ничего этого плохого, конечно, нет. Но все-таки, не знаю, вот я смотрю, там у нас дома много книг, прибавилось еще после вот, Концовской библиотеки. Ну, все прочесть невозможно, конечно, да. Понимаешь его. Да. Поэтому какой-то, не знаю, надо успеть прочесть какие-то важные, серьезные книги. Их, в принципе, не так много, но, с другой стороны, и много, так сказать, с другой стороны. А что у вас в планах тогда после Пруста? Вот это такие важные книги, которые нужно прочесть. Вот надо вот это дочитать, просто дочитать, конечно. Но потом не знаю. Пока не решили. Пока не знаю. Это же решается как-то случайно совершенно. Вот сейчас, где-то дня 3-4 назад, был день рождения этого Эренбурга, Ильи, ну, известного писателя. А у него есть такая замечательная книга, ну, эта книга такая, воспоминания, мемуарные, «Люди года жизни» называется. Я ее читал в свое время.
А вот сейчас узнал, что у него день рождения, стал вот снова читать ее. Вот это получается как-то совершенно по-разному, ну, случайно. А почему-то вот в начале года, этого года, стал читать китайцев. Там вот этих классических поэтов танской эпохи, Либо, Дуфу, потом трактат прочел Джуанцзы, который я тоже читал в свое время, но сейчас еще раз вот стал читать. Это бывает так, не знаю, как-то Ну, у вас непонятно спонтанно, почему. да, по порыву Спонтанно, чувств. А да. вот у меня просто список уже такой большой, Не, ну список что он я как-то дальше так. буду читать. Иногда что-то прибавляется новое, там, не знаю. Вот сейчас, скажем, у меня сын читает совершенно другие вообще книги, чем я, скажем. Он мне там что-то там говорит, вот это типа надо прочесть. Да, мне говорит, ну я говорю, ну раз он говорит, ну я, ладно. А что, например? А? Что, Ой, например, сейчас вот, какие? как его зовут автора, господи, я забыл. Русский, Но я так зарубежный? пока еще просто не прочел его. Называется типа «Дом листьев», что это сказать. Но это такой странный такой роман. Вот там вообще как бы не роман. Из каких-то кусков состоит, так сказать. Там. Вот там даже нет никаких какой-то такой определенной линии какой-то даже нет. Вот. Постмодернизм. Да, но потом он в свое время он есть такой довольно популярный писатель современный Пелевин Виктор. Вот, а для меня его открыл тоже, опять же, мой сын. Он там ехал из Москвы, купил Романова, Чапаев пустота называется. Вот. Ехал, говорит, сюда, хохотал, говорит, вообще, ну там действительно такой, он смешной такой. С другой стороны, там какая-то восточная философия, там всякая и прочее, там и так далее. Да, в постмодернизме вот так все намешано. Там все перемешано. Вот, ну, я его тоже, значит, по его совету тоже прочел тогда, ну это так вот. А можно ли выделить какую-то книгу или какого-то автора, который прям повлиял на вашу жизнь? Вот вы можете выделить, сказать, Нет, ну, он вот изменил мою нет, жизнь. ну вот здесь вот есть книжка. Сейчас. Да, пожалуйста. Вот, но это не художественная книга. Называется «Идеи и методы современной структурной лингвистики». Это 66-й год, я тогда учился на первом курсе, вот. Ну и интересовался просто вот языкознанием. Вот эта книга была у меня как бы, ну, как сказать, как бы настольной книгой тогда. Здесь самые современные, ну, на то время течения, там пражский лингвистический кружок, датский структурализм, американский структурализм, все они как бы излагаются в таком довольно популярном виде, скажем так. И вот потом, когда я стал заниматься тоже языкознанием, ходил на всякие семинары, там все прочее, вот, а это было как бы такой путеводитель для меня своего рода. Ну и потом писал курсовую, примерно в духе вот этих идей структурализма. У меня дипломная работа была такая же, потом уже в аспирантуре в Москве уже кандидатская диссертация тоже какой-то, скажем, условно говоря, применение вот этих структурных методов анализа языка к арабскому языку. Ну, у меня был арабский язык не литературный, а были диалекты марокканский, сирийский и египетский, 3 диалекта. Вы их просто по каким-то учебникам изучали? Живую речь? Не, ну слышали? египетский диалект у нас был преподаватель на Восточном факультете, египтянин. Вот, был такой, у нас был разговорный арабский язык, курс. Вот. И мы сначала ничего не понимали. Мы знали вот этот, ну, по-арабски называется фуска, литературный арабский язык, а он нам, значит, вот на живом нормальном языке, на котором говорят арабы, на литературном языке никто не говорит вообще. Ну, там только Коран читается вот на этом литературном языке, Коран, памятник 7 века, либо там последние новости по телевидению. А так вообще разговорная речь в пьесах, уже литература на диалектах существует. Они говорят диалекты, но в принципе это как разные языки. Так вот, мы уже знали. Потом я был там военным переводчиком. Год примерно работал с арабами. Сначала здесь мы работали, потом уже в Египте самому непосредственно. Так что я египетский язык я знал. Египетский диалект, скажем, я знал. Но марокканский, у меня были просто информанты в Москве, там, из Марокко, из Сирии, там, я с ними просто занимался, там, от них записывал там то, что мне нужно было. Вот эта книга, можно сказать, в какой-то степени определила
мою профессию, скажем так. Научную деятельность А? дальнейшую. И дальнейшую научную деятельность. Ну да, но потом, правда, с арабистикой пришлось расстаться, когда я приехал в Чебоксары, здесь уже как бы не было такой особой потребности. Хотя я сейчас перевожу иногда кое-какие вещи. Сюда же приезжает довольно много, приезжало, скажем так, сейчас не знаю, в это время, арабов учиться к нам. Сейчас Там. тоже. Вот, и для них там им нужно переводить эти, скажем, там, ну, паспорт это просто. Диплом, скажем, там, вот, не диплом, а как это называется, свидетельство об окончании там, средней школы, там, с арабского языка там, и так далее. Вот этим я занимаюсь так, время от времени. Ну и, правда, были интересные случаи. Я переводил для одного араба там брачный договор, между там этим, скажем, между мужем и женой, значит, там интересно там всякие там, что будет, если, скажем, они раздутся, что муж должен отдать жене, ну, как бы при разводе, что там, это там, всякие такие интересные вещи такие были, вот, всякого рода дела. Ну, вот такой перевод. Хотя у меня был маленький курс арабского языка в нашем университете, когда я там работал. Такой, чисто ознакомительный. Так немножко, чтобы немножко научились читать и писать хотя бы научились. Вот. Но мы там немножко грамматики, чуть-чуть, и потом мы читали вот эти булгарские памятники, они на арабском языке, 13-14 веков. Вот. Пытались читать. Вот помимо Пруста вы сейчас читаете Сартера. Нет, я его не читаю. А пока вы беседовали, вы его пролистывали. Да, я просто хотел тут взять один эпиграф, такой как бы для нашей беседы. Вот сейчас я его прочту. Уже в середине, правда, но не важно. Вот он здесь пишет: «Я начал свою жизнь, как по всей вероятности, кончу ее среди книг». Вот. Вот эта книжка сама очень интересная такая. Мне ее подарил Алексей Филиппович Талвер, известный наш писатель, друг моего отца. Она состоит всего из двух частей. Первая называется «Читать», вторая называется «Писать». Вот. Вот здесь он описывает вот, те книги, которые он читал, которые на него повлияли, потом как он начал писать сам, так сказать, и так далее. Ну вот это, не знаю, наверное, не каждый человек может сказать, что вот он сначала читал, а потом стал писать. Но у меня примерно получилось так, что я сначала читал, потом что-то стал писать про те книжки, которые я там прочитал, которые мне понравились там, и так далее, и про авторов, про отдельных писателей, про отдельных людей, которые мне нравились там, и так далее. Вот. Ну, я себя с Сартром, конечно, не сравниваю, это там великий философ, там, писатель там, и так далее. Вот, ну, тоже такой, довольно хулиган был большой. Когда во Франции были такие студенческие волнения в 1968 году, он выходил со студентами, там, штурмовать там, эти всякие университеты там, и так далее, там, носил там тоже это, у них там была такая настольная книжка, была это, такая вот, цитатник Мао Цзэдуна, значит, вот они были такие левые такие, причем левые такие прямо крайние, до крайности левые вообще. А вот на стеллаже еще представлены книги Сартера, это, по-моему, «Тошнота», «Мухи». Нет, «Тошнота», нет, я понимаю, что он великий писатель, а мне нравятся его художественные вещи, не очень нравятся. Это в смысле его как бы соратник Альбер Камю более такой интересный, «Бунтующий человек», там, «Миф о Сизифе» там, и так далее. И потом у него проза очень хорошая. Вот. Вот. Ну, Сартр как-то, как писатель мне не очень нравится, а как философ, да, такой серьезный. Ну да, философия экзистенциализма. Передача там по каналу «Культура» называется «Белая студия». Вот она такая беседа, такая очень хорошая журналистка Дарья Златопольская ведет, ну, с какими-то разными авторами, там, с режиссером, там, писателем, там, вот, и с кем-то еще, там, с Евтушенко, может быть, была вот недавно. А потом там они дают такой список, так вот, список вот этого человека. Ну, там входят и книги, и, может быть, спектакли, может быть, фильмы там, и так далее. Вот. Я думаю, что у каждого человека как бы ну, свой какой-то формируется список. Но я думаю, что читать надо такие трудные книги. Вот, скажем, у меня был случай, я читал Джойса, «Улисс», значит, ну, такой знаменитый роман.
вот, Поток сознания. который написал в 22 году, потом там был суд в Америке, запретили этот роман, там все прочее, якобы за порнографию, там, или что-то такое. Вот. Но дело не... Ну, сейчас он перевел, там все перевел. Вот у меня была одна попытка, значит, ну там, понимаете, там роман, Поток сознания. не, ну, поток сознания можно как угодно назвать. Дело в том, что там почти каждому предложению есть примечание, что это означает вообще. Либо это какая-то скрытая цитата из Шекспира, там, либо что-то еще там, что это такое, там, пояснение какое-то. И вот я читаю, значит, вот, это роман, вот смотрел примечание, читаю, смотрю. Ну и так скучно там мне стало, значит, до какой-то страницы прочел, значит, оставил. Потом вторая попытка тоже, значит, такая, тоже неудачная. Потом у меня этот, как его, такой есть, был такой психоаналитик Карл Густав Юнг. Он тоже читал этого Улисса, дошел, говорит, до 42-й страницы, говорит, дальше не могу. Говорит, написал письмо этому Улиссу, значит, ну, хорошее письмо, но, говорит, дальше, говорит, не могу. Это меня как-то так утешило, что я тоже так тихонько. Но потом я взял его все-таки третий раз. Говорю, примечания смотреть не буду вообще. Смотреть там, что там, чего-то, неважно. Буду читать вот прям подряд. Вот. Ну и все-таки более-менее, так сказать, с третьей попытки преодолел. Вот. Ну что порекомендовать? Я не знаю, что. Был интересный тоже случай вот, насчет книг, которые повлияли. В театре, в нашем драмтеатре, где вот Иван Иванович служит, работает, чистили библиотеку. Ну, библиотеку театра. Я почему-то попал в этот момент, смотрю, книги там выкидывают просто, вообще сказать. И, значит, там была книга Юрия Николаевича Тынянова «Архаисты и новаторы». Такой сборник статей 29-го года. Вот. Это тоже, я ее так сразу раз, я уже знал примерно, кто такой Тынянов, все такое там. Формальная школа, общество Апояс, так называемый, там, Шкловский, Юрий Тынянов, значит, вот, Борис Вильхенбаум, Роман Егопсон там и так далее, значит, все вот эти такие титаны, можно сказать. Я эту книгу сразу раз, редкое очень издание вообще, его не найти. Вот. А его выкидывают, значит. Вот ее тоже очень так внимательно штудирую, до сих пор читаю. И в вашей домашней библиотеке до сих пор находится? Ну, есть, конечно, да. А как вот у вас складывалась домашняя библиотека? Часть это книги отца? Вот, большая часть. Ну, мамины книги там по театру, там, Немирович Данченко, Станиславский, так, там, и потом она преподавала одно время там сценическую речь, вот, связанные со сценической речью, там, всякие вещи. Ну, потом разные там мемуары известных актрис, Кнебель, там, и другие, там, или про них. Вот. Но мои книги, как сказать, они были в основном по языкознанию. Вот. Художественных не так много. Вот художественные, конечно, есть тоже. Ну, вот там, да, Борхес, там, и Джойс, там, и Пруст немножко. Но Пруст, вот, как бы такой отдельные какие-то книжки только есть. Вот, поэтому я в библиотеку должен ходить. Но потом одно время я просто перестал покупать книги вообще, потому что их стало слишком много. Уже дома нет места вообще Складывать куда положить книгу. Там есть такая история, был такой арабский писатель Аль-Джафис, писатель XI века. Вот есть такая легенда, что у него было так много книг, вот когда он что-то там хотел взять какую-то книгу, там полез, значит, сюда, и потом вся эта там шкаф рухнул, и он как бы погиб под этими книгами. Ну, это легенда или правда, в общем, не знаю. Вот я как бы не хочу погибнуть под книгами, поэтому сейчас перестал покупать книги вообще. Но все равно они каким-то образом появляются, тем или иным образом. Кто-то подарит, может, кто-то еще там что-то. Ну, так получается. Ну, бывает, что книга, некоторые книги просто, ну, не можешь удержаться, почему-то тоже все-таки как-то... Да. Думаю, что она должна быть все-таки, тем не менее. Вот. Но сейчас хорошо, раньше это было же довольно сложно с книгами. Была проблема, сейчас, пожалуйста, сдается все, что угодно. Переводится очень много интересных книг, но время наше ограничено, земное, так сказать, поэтому нужно как-то себя тоже ставить какие-то вот эти пределы, рамки. Невозможно все прочесть.
какие-то важные книги, ну, прочесть надо, наверное, конечно, да. Вот. Вы сейчас берете книги из библиотеки, а в детстве вы как часто проводили время в библиотеке? Ну вот, я же говорю, у нас была библиотека отцовская такая, ну, Домашняя. классика, поэзия там, и так далее. А вот этих всяких Майн Рида, таких приключенческих, фантастики не было никакой вообще тоже, увлечения было. Вот я ходил в библиотеку, я вот, не знаю, вот я, на моей памяти она находилась в конце Ленинградской улицы. Сейчас уже этого куска улицы этой нет вообще. Там было такое, ну, вот в моей памяти двухэтажное каменное здание, была хорошая лестница на втором этаже. Это была то ли городская библиотека называлась, то ли детская, ну не знаю, вряд ли детская, скорее, может, просто городская библиотека. Вот я туда ходил. Мы тогда жили на Карла Маркса, дом 38, ну да, пешком, значит, до этой библиотеки, там вот это, то, что не было у нас вот дома, тут я там брал. Там и Майн Рида, там и Жюль Верна, там и Дюма, там. И до сих пор берете некоторые книги также в библиотеке. И вот в связи с этим вопрос. Как вы думаете, роль библиотеки в 21 веке сильно изменилась по сравнению с 20-м? Не, ну, конечно, сильно. Потому что раньше, ну, там что, библиотека-то, ты берешь книгу на дом, либо там есть читальный зал, там сидишь, читаешь в этом читальном зале. Вот, но я просто по нашей национальной библиотеке могу судить. Вот здесь проходят разного рода акции, ну, которые я, может, некоторые, которые, может, я не знаю, в которых я участвую, скажем. Здесь проходит фестиваль «Голоса», поэтический фестиваль. Проходил в этом году, не знаю, наверное, будет, не будет, скорее всего, не будет, наверное, фестиваля в этом году. А уже мне много раз, сколько, больше 10 раз, по-моему, проходил вот этот поэтический фестиваль «Голоса». Потом мы здесь проводили разные акции, связанные с этим, с Геннадием Николаевичем Айги. Ну, здесь как бы и зал есть, и все там, так далее. Вот мы отмечали здесь 100-летие черного квадрата Казимира Малевича, так сказать, в общем. Потом какой-то юбилей Беленовского чувашского общества, тоже все в библиотеке. То есть это какое-то уже становится не просто местом хранения книг там, и выдачи их там читателям, но и каким-то таким своего рода таким культурным, таким центром таким и так далее. В библиотеке, конечно, основная функция все-таки какая-то, конечно, книга на первом месте, но вот тем не менее и другие тоже всякие вещи существуют. Я вообще знал много хороших библиотек. Вот у нас была на Восточном факультете очень хорошая библиотека в Ленинградском университете. Ну, там все-таки университет такой старейший, там работали крупнейшие востоковеды вообще наши. Вот. Там была очень хорошая библиотека, можно было интересных книг, таких дореволюционных, там всяких ходить. Потом уже, когда я учился в аспирантуре в Москве, ну, знаменитая библиотека Ленинка, которая сейчас называется государственная, как она называется, государственная просто библиотека, по-моему, без Ленина. Была очень хорошая библиотека, ну и сейчас она хорошая, наверное, библиотека иностранной литературы в Москве тоже замечательный, там был подбор книг, там вообще все хорошо. Потом, когда я был в Хельсинки, там тоже была очень хорошая, у меня сын одно время учился в Хельсинки, в университете, и там замечательная библиотека была тоже в университете. Финляндия в свое время была частью России, скажем так, и только после 1917 года она получила независимость и так далее. И у них там такой замечательный фонд этих русских книг, там вообще дореволюционных, потом, и потом уже 20-х, 30-х годов тоже замечательный. Причем у них как бы такой открытый доступ к этим книгам, может там ходить, там, сам выбираешь, там, потом, ну, идешь потом, это сдаешь там и так далее. Вот, очень хороший. Вот за эти годы вы составили богатое наследие для, в частности, Чувашской национальной библиотеки. А вот какую роль национальная библиотека сыграла в вашей жизни? Какая библиотека? Вот это, национальная, Чувашская республика. Ну, какую роль? Можно сказать, что вся ваша жизнь, в принципе, вот связана с этой библиотекой. Ну, наверное, не вся жизнь, конечно. Ну, во-первых, мы сотрудничаем,
мне помогают, вот и Татьяна Александровна, Галина Павловна помогают, когда вот я, например, составлял в 2019 году 4-й том сочинения Геннадия Айги, ну там его проза, ну проза говоря, так условно говоря, в кавычках это статьи, интервью, там, публицистика и так далее. Но многие вещи просто как бы я с их помощью получал, значит, там всякие вот какие-то интервью из наших газет, там, я же не могу там все это собирать, так сказать, я специально этим не занимался. Вот. И вот они мне помогали, находили вот эти там газеты, журналы, где что-то было опубликовано, вот связанное вот с этой темой. Вот, и все это там как бы потом вошло все это в 4-й том. Но не все, но большая часть вот этих вещей. Вот сейчас я тоже делаю по предложению нашего книжного издательства, там вышло собрание сочинений моего отца в свое время, 6 томов там. Они предложили мне сделать 7-й том еще. Вот, и я тоже сейчас вот начал его делать, и тоже мне они помогают, потому что некоторые вещи, ну просто их дома нет, там какие-то публикации 30-х годов, там вот старые публикации, их надо находить, а дома их нет. Вот, и вот тоже всегда помощь такую я получаю, за что им очень благодарен, конечно. То есть сейчас вы работаете над составлением 7-го тома собрания сочинений? 7-й том, да, ну потом и Айги еще, вот 5-й том, но пока вот непонятно, кем он будет, наверное, скорее всего, это будут письма, но это уже не библиотека, конечно, будет, ну, связано скорее с архивом отчасти. Он много же переписывался с чувашскими авторами, но не только с своими переводчиками, зарубежными там и так далее, но это уже такая особая работа. Свою книжку сейчас тоже делаю, вот, не знаю, из разных статей, разного времени, по разному поводу написанных. По языкознанию? Нет. Расскажите. Не, ну там по языку тоже будет, там будет ну, большой, называется у меня раздел там один, разнокнижье. То есть те книжки, которые я читал, я которых что-то написал. Какие-то там рецензии там, или что-то такое, там довольно много. Они там разные книжки, поэтические и не поэтические, самые разные. Потом там одна часть это про художников наших чувашских там разных, другая часть про поэтов разных, потом один фрагмент там анализ поэтического текста, там одно стихотворение Меты, одно стихотворение Сеспеля, вот такой анализ, одно стихотворение Пятаки. Ну, просто одно стихотворение, его анализ. Вот. Потом там еще разные вещи, там есть всякие. Ну, такое, называется тоже временник. Вот временник есть, вот, а это будет временник 2. Временник это был такой жанр в XVIII веке в русской литературе. Тогда журналов не было в XVIII веке. Поэтому авторы сами как бы составляли журнал, собственно, личный, там, помещают туда разные какие-то разделы там, и так далее, и все прочее. Вот. Это Борис Эйхенбаум, тоже один вот из этих филологов, он тоже издал в 29 году временник, тоже мой временник. Мы тоже там разные разделы, разные статьи там, вот такие. Ну, примерно вот по этому образцу я это тоже сделал, как бы такой. У нас сейчас, тем более, вот, у нас был журнал «Лик Чувашии», вот сейчас его нету на русском языке, тоже так вот все, к сожалению. Вот. Поэтому приходится самому делать какие-то журналы. Как вы все успеваете? И работать, и читать. Как все успевать? Ну, как успеваешь? Особых забот нет сейчас. На работу ходить не надо. Мне отчет писать не надо. Вот. Да. Поэтому все, так сказать, сам по себе, сам распоряжаюсь своим временем, что хорошо, наверное. Отнер Петрович, к сожалению, у нас времени вообще не так много. Да. Мы вас благодарим за это интересное интервью. Мы желаем вам, вашим близким, крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Вот библиотека всегда рада вас видеть. Да, спасибо. Да. Ладно. Да, спасибо большое.